Здравствуйте, друзья! Меня зовут Максим, и я ваш личный проводник в мир дикой природы. Сегодня мы находимся на территории Мордовского природного государственного заповедника имени Смедовича. Я вам расскажу об экологической тропе Тропою предков. Поехали! Я нахожусь у истоков истории язычества древней Мордвы. Именно на этой экологической тропе мы узнаем, как создавалась земля, кто такой Нишкипаз и кому он противостоял. Сделав первые шаги, мы тут же оказываемся на одном из священнейших мест Мордвы, на Керемете. Керемет, или иначе Маляны, заменяла древним людям храм. Это место поклонения богам, жертвоприношений и обрядов. Керемети устраивались в лесах, на полях и на кладбищах. Они были своеобразным центром жизни общины. А теперь мы познакомимся с важнейшими богами древней Мордвы и узнаем, как в их мифологии происходило сотворение мира. Это будет очень интересно. Тропа длиной в 5 километров. Здесь сосны соприкасаются с небом, здесь свежий воздух кружит голову. Так, а вот и первый стенд на нашей тропе «Сотворение мира». Рассказывают, что раньше вокруг было одно сплошное студеное море, и Чипаз, верховный бог Мордвы, плавал по нему в образе утки. И как-то однажды ему надоело плавать вокруг, он решил посмотреть, что там в глубине. Нырнул и достал ил, из которого в дальнейшем произошла суша. Поехали дальше. Здесь можно прогуляться и без экскурсовода, и приумножить свои знания, ведь тропа снабжена аншлагами и указателями, а значит, вы не заблудитесь. На протяжении всего пути нам встречаются не какие-то там деревья, это разнообразный смешанный лес. Здесь растут вековые сосны, дубы, липа, клен, березы. Но помните, что в заповеднике все это находится под охраной. И каждая собранная вами ягода обойдется в ого-го сколько. Здесь мы просто наслаждаемся природой, видами. Вот представьте, 100 лет. Говоря о том, что каждый из нас сможет прогуляться по тропе, я говорю и о мамочках с колясками, и о детях с самокатами, и о туристах с ограниченными возможностями. Ведь первая часть тропы снабжена бортиками и удобными съездами для любой категории граждан. Нишкипаз являлся верховным богом, создателем, воспитателем и кормильцем, хранителем народных обычаев. Здесь так красиво, пожалуй, я остаюсь, а вы идите без меня, идите дальше. Мастарава была древнейшим божеством Мордвы. Люди представляли себе Мастараву женщиной, обладающей плодородной силой. А для дальнейшего благополучного прохождения пути мне нужно получить благословение Верявы. Это домик Верявы. Верява являлась покровительницей леса, и древняя Мордва считала, что Верява могла как помочь человеку, так и загубить его. Поэтому Мордва подносили всяческие дары и пытались ее задобрить. Вот мы также сделаем. Как бы Верява, чтобы она была к нам благосклонна. А если вы соскучились по бабушкиной деревне, для вас есть целый комплекс «Дикие и домашние». Пойдемте смотреть. Комплекс «Дикий и домашний» был создан для самых маленьких путешественников, но впоследствии это место стало любимым для всех туристов. Здрасте, заходите. Важно помнить, что самостоятельно подходить, кормить и налаживать контакт с животными не стоит.
Лучше обратиться к специалистам, которые постоянно находятся на кордоне. Как же здесь все-таки хорошо. Красота, лепота. Хорошо здесь, да? Юртава – богиня, покровительствующая дому. Считалось, что эта богиня оберегала семью и дом от всех невзгод и болезней. Вы заметили, какой вокруг сказочный лес? Какой красивый, дремучий, как из сказки. Возможно, где-то здесь рядом живет Баба-Яга. Пойдемте ее быстрее искать. В русском фольклоре очень часто встречается Баба-Яга. У древней Мордвы есть ее сестра-близнец Яга-Баба. Я очень рад, что мне она так и не встретилась. Считалось, что вода, которая набрана с водоема рано утром, обладала лечебными и магическими свойствами. Называлась она ведь-пря. Такой водой можно было умыть больного человека или животное и дать выпить, попросить ведяву с видатей о помощи. Я познакомил вас лишь с малой частью тропы. Осталось очень много всего интересного, но это вам нужно увидеть своими глазами.